Здравствуйте. Большую часть сегодняшней передачи займет отчет о сессии Окружного совета депутатов Якутска. Она вчера завершила свою работу. Ну а начнем, как всегда, с рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Начну с напоминания исторической даты. Сегодня исполнилось 15 лет со дня переименования нашей республики. 27 декабря 1991 года ЯССР стала именоваться Саха-Якутией. И о других новостях. Верховный суд Якутии сегодня должен был назначить дату рассмотрения уголовного дела в отношении группы работников администрации Якутска. Они обвиняются в создании преступной группы во главе с бывшим начальником финансово-казначейского управления Николаевой. Однако предварительное слушание по данному делу было перенесено на 9 января. Тогда и будет определена дата начала судебного процесса. По этому делу в качестве обвиняемых проходит ведь сразу 6 сотрудников администрации и ее структур. А началось это дело раскручиваться еще больше года назад с изъятия в ЕРКЦ крупной суммы неучтенной наличности. Да. Ну и, кстати сказать, директор ЕРКЦ Пругова сейчас находится под подпиской о невыезде. И в продолжение новостей из столицы. Накануне депутаты Окружного совета Якутска образовали муниципальную избирательную комиссию. Столица таким образом оказалась единственным муниципальным образованием в республике, где будет создана собственная комиссия. Во всех остальных улусах и городах выборы будут организовываться и проводиться территориальными комиссиями Центра избиркома Якутии. Между прочим, сама Центральная избирательная комиссия республики настаивала на том, чтобы муниципальной комиссии в Якутске все-таки не было. Но ведь федеральные законы разрешают ее иметь. И кроме того, комиссия будет работать ведь на общественных началах. Почему тогда ЦИК против? Ну, вот об этом можно только гадать, хотя вот сами депутаты в кулуарах, что ли, сессии высказывали такое мнение, что Центр избирком хотел бы, так сказать, поставить под контроль ход муниципальных выборов тоже. Но вот городские депутаты, вернее, высказались все-таки в пользу, так сказать, автономии, большей автономии от влияния республиканских чиновников. Первые муниципальные выборы, скорее всего, состоятся в марте 2008 года. А следующая новость поможет нам заглянуть в март будущего года. Как ожидается, с этого месяца компания Якутия начнет эксплуатацию самолета Boeing 757-200. Он более экономичный. Только топливо этот самолет сжигает в 2 раза меньше, чем Ту-154. А пассажиров, кстати сказать, берет зато на четверть больше, чем Ту-154. И, как подсчитали экономисты этой компании, за год можно сэкономить на каждом самолете 35 миллионов рублей. Кстати сказать, почему-то в компании пока ничего не говорят о росте тарифов на будущий год. Но ведь было бы странно, если бы они с 1 января не выросли. И в заключении о сессии Госсобрания Республики, она завершилась 3 часа назад. Главным стало второе чтение проекта бюджета на будущий год. Кроме того, депутаты приняли и ряд целевых программ. Правда, при этом не обошлось и без курьезов. Депутаты не без иронии сделали замечания разработчикам программы в области правоохранительной деятельности. Дело в том, что те в качестве ориентиров успешной реализации программы указали рост уличной преступности в 13%. Депутаты резонно заметили в этой связи, что они готовы выделить деньги на усиление материальной базы милиции, но никак не на увеличение уличной преступности. Итак, накануне депутаты Окружного совета Якутска рассмотрели проект бюджета столицы республики на будущий год. Накануне мы вам представляли основные его параметры, поэтому сегодняшний отчет я включил рассказ о том, как, собственно говоря, происходило это обсуждение. Ну, конечно же, в сжатом виде. Наверняка большинство депутатов было не согласно с тем, что часть своих предложений в расходную часть бюджета они в конечном счете не увидели. Ну, часть из них, кстати сказать, эти свои претензии еще и озвучили в ходе сессии. Что касается социальной сферы, близкой большинству жителей города, то речь зашла вчера в частности об аварийном состоянии городской бани. Ну, точнее сказать, ее котельной. В бюджете не оказалось денег на эту стройку. Можно я отвечу? Да, пожалуйста. Для ванноплачного отрезка мы утвердили тариф, куда включили практически 80% затраты на котельную. А как это получается? То есть люди будут платить за ремонт, да? Тариф, да. Да? Я напомню, что осенью этого года администрация города Якутска вносила такое предложение в городское собрание депутатов о выделении денежных средств на восстановление котельных. Городское собрание депутатов отказало в выделении денежных средств, сказали, что денег не будет, пусть мэрии изыскивают деньги сами. Ну, безусловно, другого источника нет, мы увеличили деньги, вернее, увеличили тариф и отнесли расходы на себестоимость расходов услуг. Таким образом, сегодня, в связи с решением депутатов, мы будем строить котельную за счет средств населения.
Но получается, что не совсем Нет, правильно. получается все очень просто. Мы просили деньги в горсобрании, нам сказали, денег не будет. Кто Но сказал? другого варианта нет. Сегодня вы говорите, надо бы деньги изыскать. Ну что ж, а где вы были в тот момент? Помогите, пожалуйста, мы готовы. Нету системного подхода, нету целей и задач у муниципалитета при формировании бюджета. То есть скелета четкого я не вижу все-таки. Прошу дополнить все-таки обрезание финансирования округов на 50%. На комиссии это говорили. Прошу поставить вопрос о снятии доплат проезда студентов пригорода. Несистемная трата. А почему тогда пенсионеров не финансируют? Почему младших школьников в данный вопрос не финансируют? Большие сомнения у меня пока вложения, которые идут у нас на жилищное строительство. Но у меня такое ощущение, у нас все-таки пупок развяжется. Неэффективно будем использовать. Наша задача не строить жилье. Строить жилье у нас каждый второй предприниматель жилье и коммерческую недвижимость. Каждый второй предприниматель в городе. Нужно создавать условия для строительства жилья. Если мы создадим нормальные условия, жилье будет строиться и достаточно быстро, эффективно и по приемлемым ценам. Исключить выплату студентам. Если мы покупаем, можем себе позволить за счет бюджета купить мебель, автомобиль на 1 300 000, еще дополнительно 1 390 000. Покупаем вокруг. Давайте тогда системно направим туда, на поездку студентов. То почему мы не можем целый год выплачивать студентам мелкие, 776 000 всего требуют? Обратите ваше внимание на ход реализации программы поддержки малого предпринимательства и развития занятости муниципального образования города Иркутска 2003-2007 года. Как вы помните, 29 апреля 2003 года мы единогласно приняли данную программу, и она с тех пор у нас не то что забуксовала, она вообще стала полной, стоит до сих пор. Дело в том, что обычно мы про предпринимательство вспоминаем после очередного послания президента России, либо День предпринимателя. Хотя на самом деле тут как бы вопрос стоит глубже. Я вот как бы с своей стороны, как председатель комитета, хотел бы предложить нам всем подумать о будущем. Дело в том, что чем больше будет предпринимателей в нашем городе, тем больше будет налоговых поступления в бюджет города. За 5 лет работы программы мы должны были профинансировать данную программу на 40 миллионов рублей. Согласно вашего анализа исполнения муниципальной целевой программы, стоят везде нули. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет фонда предпринимательства на условиях платности и возвратности, что и было прописано в данном разделе этой программы. В свое время мы предоставили кредит фонду предпринимательства на кредитование индивидуальных предпринимателей или предприятий. Но кредит этот не был возвращен, хотя подразумевал, что он будет возвращаться и опять-таки будет направляться на дальнейшее микрокредитование. Он до сих пор не возвращен в местный бюджет. Мы не можем пойти сейчас на нарушение бюджетного законодательства для того, чтобы опять-таки предоставлять кредит фонду, который имеет просроченную задолженность по ранее выданным кредитам. Ну, Альберт Семенов не согласился вот с таким вот мнением, такой позицией администрации. Но замечу, что неровно, что называется, дышат в отношении предпринимательства, ведь еще и республиканские власти тоже. Могу об этом судить хотя бы по речи президента Штырова, произнесенной в Ил-Тумене в момент наделения его полномочиями президента на второй срок. За 15 минут, ну примерно 15 минут, что выступал президент, он ни разу не упомянул предпринимателей тоже. Возвращаясь вот теперь уже к сессии Госсобрания, программа поддержки предпринимательства наряду с еще одной целевой программой развития муниципального телевидения и радиовещания, депутаты решили их приостановить их действия до конца будущего года. Вот в этой связи мне вспоминается еще раз выступление на этой сессии Виктора Федорова, депутата Виктора Федорова. Мы уже с вами слышали этот фрагмент, когда он говорит о том, что нужен подход системный к расходованию бюджетных средств. Только в этой случае можно быть гарантированными о каких-то произвольных, случайных, может быть даже нелепых неточностей, неправильностей как раз в расходовании этих средств. И он как раз в том числе имел в виду и целевые программы, финансирование с помощью целевых программ.
Вот этот упрек, что ли, свой в несистемном подходе депутат Федоров адресовал администрации, но вот как показала эта сессия, депутаты, в общем-то, тоже не всегда бывают последовательны в своих решениях. На сегодня все. Ну, а завтра мы с вами заочно побываем еще на одном совещании. Ну, немножко так с иронией говорю об этом, потому что 2 передачи подряд совещания, отчеты о совещаниях, но важно действительно было это совещание, которое я сейчас имею в виду, это совместная коллегия администрации Якутска и Министерства транспорта, связи и информатизации. Речь, конечно же, шла о столице республики. Ну что ж, на этом действительно все. До свидания.